Новая западня для Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власть своими же руками разрушает экономику страны. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. В ближайшие 3 года Китай на безвозмездной основе предоставит странам Центральной Азии, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану помощь в размере $500 миллионов. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпинь. В ходе онлайн-саммита «Центральная Азия. Китай», который состоялся 25 января, китайский лидер заявил, что деньги предназначены для осуществления социально значимых проектов. Также Китай предоставит образовательные квоты 5000 специалистов из центральноазиатских стран для повышения квалификации в областях здравоохранения, информационных технологий, а также сокращения бедности и улучшения благосостояния жителей сельских районов. Кроме того, Китай безвозмездно выделит странам Центральной Азии 50 миллионов доз вакцин от коронавируса и предоставит 1200 стипендий для обучения студентов, заявил Си Цзиньпинь. Во время саммита. В последующие 5 лет Китай выделит студентам из государств Центральной Азии 1200 квот на правительственную стипендию, отметил Си Цзиньпинь. Также, по его словам, страны региона станут приоритетными партнерами в плане открытия новых и расширения действующих институтов Конфуция. Планируется проведение таких мероприятий, как молодежный фестиваль искусств, лагерь юных лидеров и мост в будущее. Важно наращивать сотрудничество в сфере туризма. Китай готов создать платформу для презентации туристических ресурсов и далее включить все наши страны в список стран выездного туризма. Предлагаем провести форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии и в ближайшие 5-10 лет увеличить количество городов-побратимов в общей сложности до 100 пар, сказал глава КНР. Си Цзиньпинь также заявил, что в 2022 году Китай предоставит странам региона безвозмездно 50 миллионов доз вакцины от коронавируса, будет открывать в нуждающихся странах центры традиционной китайской медицины. Он также призвал создать союз индустрии здоровья Китай-Центральная Азия. Мы готовы открыть широкий доступ к качественным товарам и сельскохозяйственной продукции Центральной Азии к огромному внутреннему рынку Китая, продолжать успешную практику по проведению форума торгово-экономического сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии, стремиться к проведению товарооборота между Китаем и Центральной Азией до $70 миллиардов к 2030 году. Предлагаю создать диалоговый механизм по сотрудничеству в области электронной коммерции, провести по необходимости форум индустриального и инвестиционного сотрудничества, отметил он. Как вы относитесь к такому огромному, можно сказать, поступку со стороны Китая? Ведь многие специалисты не доверяют такой безвозмездности и говорят, что под ней скроются очень большие проблемы для стран Центральной Азии. И кому как не Таджикистану знать об этом, который находится чуть ли не вечным должником Китая. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Си Цзиньпинь добавил, что на фоне продолжающейся пандемии Китай будет постепенно восстанавливать пассажирские рейсы со странами региона, формировать экспресс-коридор для передвижения людей и совершенствовать функционирование зеленых коридоров для грузопотоков. Готовы продвигать проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и транспортных коридоров Китай-Центральная Азия в интересах более безопасной и эффективной взаимосвязанности. Важно обеспечить стабильное функционирование нефтегазопроводов, ускорить строительство 4-й нитки газопровода Китай-Центральная Азия, расширять энергетическое сотрудничество по всем цепочкам производства, способствовать низкоуглеродной трансформации в энергетической сфере. Мы должны углублять сотрудничество в области высоких технологий, включая искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, чтобы народы наших стран могли пользоваться благами передовых технологий, подчеркнул он. А как вы относитесь к тому, чтобы больше углублять сотрудничество с Китаем? Как вы думаете, Таджикистану это не выйдет боком? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!